Всем привет! Вы на канале Ветви! С вами сегодня Максимка И Настенька. Сегодня мы будем загадывать друг другу мужские и женские словечки. И узнаем, кто круче. Это буду я. Я просто вызываю вас на поединок. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я же говорю, я сегодня его делаю. Итак, первое слово – стамеска. Знаете, я знаю, что это такое. Да ладно! Но я забыла. Это такая, типа, ну вот, ей что-нибудь конопатят, да? Такая она узкая, такая металлическая, и вот окна можно конопатить. Да. Ты молодец. Все, короче, знаешь, правильно, все, угадала. Есть. Спасибо, папа. Хайлайтер. А, это фигня, это я знаю. Это, короче, связано с косметикой. Вот тут подводишь, типа, чтобы у тебя были видны скулы. Бог ты мой. Ну, почти, чтобы было видно блеск. Блеск лица. Да, глиттер. Каждый день пользуюсь. Хайлайтер, я знаю такую тему. Где используется жакан? В кармане. В палатке. Хулиганы. В походе. Очень странно, если ты во всех этих местах используешь жакан. В клубе. Бывало, даже из этого клуба закрывали. Это нож? Тепло. Это оружие. Жакан, пацан, Жакан, лимон. Жиган, лимон, мальчишка симпатичный. Эспадрильи. Ну, типа, есть эскадрилья, а есть эспадрилья, типа, нападаем. Ну, не знаю, может быть. Нет. Кисадилья, блюдо. Нет. Типа, похоже на кисадилью, эспадрилья. Нет. А, это эти, босоножки, босоножки, ну, типа, обувь, короче. Обувь, женская обувь, эспадрилья. Как выглядит штуцер? Это группа, которая поет женская штуцер. Нет. Самый-самый-самый человек дорогой. Самый нежный. Ну, или это какая-то деталь для какого-то, не знаю, трактора, нет? Если бы в тракторе была такая деталь, запретили бы трактор. Что там все такое запрещенное? Это нарезное ружье. Кафы. Ну, это типа роллы, наверное. Типа капа-маки, кафы там. Кафы. Ну, это шкафы. Нет. Кафе. Кафка. Это писатель Кафы. Я что-то вообще нифига не въезжаю. Кафы — это такие штуки на ухо надевают. Ну, такие нарядные. Не видел, что ли? Только это не надо ничего протыкать. Это просто надевается сверху. Как типсы. Только кафы. Я не знаю, что это такое, но слово очень прикольное. Фитинг. Приколы! Я от вас такого не ожидал. Ну, это что-нибудь с бегом, может, связано? Со спортом? Пожалуйста. Кроссфитинг есть такая. Не могу ничего хорошего придумать. Что такое фитинг? Заднее молоко. Это до 18+. Это до. Да, ну то есть, типа, ребенок может знать, что такое заднее молоко. Я могу сказать, вот откуда берутся дети, и вот заднее молоко. Да. Ой. Заднее молоко, ну я не знаю, я думал, типа, это когда... Что заднее молоко? Заднее молоко? Серьезно? Чем так, подожди, с чем волосы? Нет. Это, короче, как фитинг, я типа, наверное, объясняешь, что такое заднее молоко, я не знаю. Ну, это молоко в груди, только которое не первое идет, а последнее, типа, все, конец. И как ты это ребенку объяснишь? Покажи, как делается прием треугольник. Ну, где это применяется треугольник? Треугольник? Ну, в борьбе, наверное, там как-нибудь, типа, такой, типа, раз, два, три. Ну, 3 движения, наверное, выполняется, да. Правая нога, левая нога и еще третье что-нибудь опорное. Ну, вот, раз, два, три. Нет? Гипсофила. Гипса. Ну, связано с гипсом? Нет. Ну, как гипс? А, гипса, скорее всего, это, ну, типа, гипер. Преувеличение, скорее всего, какое-то гипса. Большое. Фила, итальянская, филия. Италия – это пицца. Это логика. Если бы я своей девушке подарил гипсофилу, ну, конечно, это же много. Ну, прикольно, типа, ты даришь букет цветов и гипсофилу. Гипсофила это что? Свечка. Ну все, это цветы, цветок гипсофила, цветок. А, то есть от цветы и еще цветы, типа. Дорогие друзья, у нас второй раунд. И в этом раунде нужно дать уже точный ответ.
Предмет, защищающий зубы боксера. Капу. Чем отличается мелирование от ламинирования? Ну, ламинирование это вот когда, ну, после паркета. Мелирование – это обесцвечивание волос, техника окрашивания, а ламинирование – это чтобы они были глянцевые. Как у меня. Это без ламинирования. Ламинирование – это плохо. Поехали. Как называется шланг пожарного? Приколы! Шланг. Рукав. Давай. Как называют юбку до колена? Юбка до колена. Мини-юбка. Это не выше колена, а до колена. До колена. Ну, точнее, до колена. Вот, не до колена, а до колена. Миди. Так. Почему? Миди. К чему имеет отношение мормышка? Мормышка, слушайте, это для рыбалки. Правильно. Это А что легкие вопросы такие? Конечно, даже я знаю. кладут ли дрожжи в песочное тесто? Нет, песочное тесто, оно слоями идет. Пытался быть умным 2 секунды. Очень убедительно. Хэт-трик – это сколько голов? 4. Нет. Нет, что ли? 3. Куда вставляют пусет? Пусет. Куда вставляют пусет? Да. Ну, в корсет. Нет. Это в уши, как серьги. Вот они, пусет. Гвоздики. Что такое клиренс? Что? Клиренс. Что такое клиренс? Креветки какие-нибудь? Да, почти. Да? Врешь? Нет. Клиренс – это расстояние, дорожный просвет. Ну, я знал, я просто прочитал. Назови имена 4 главных героинь сериала «Секс в большом городе». Кэрри Брэдшоу. Ну, давай, дальше. По именам, хотя бы без фамилий давай. Марина. Я не смотрел «Секс в большом городе». Ну, давай. Шарлотта, Миранда, Саманта и Кэрри. Окей, круто. Конечно, я не знаю, она же смотрела. В нагляк смотрела. Она играла в команде КВН имени Кэрри Брэдшоу. Вряд ли они придумали себе слово, типа, и такие. Ой, если что-то не нравится, шутите сами. Назови-ка 4 героев улицы разбитых фонарей. Так. Вот, что и требовалось доказать. Ну, их погоняло, да, по-моему, были они? Ну, конечно, они же милиционеры, у них у всех погоняло. Там был какой-нибудь Дукалис. Был. Нет, это в убойной силе. О, ну спасибо тебе. Возвращаемся. Покажи, как работает продольный скользящий затвор. Это уже не затвор. Вот это же... Покажи, что такое квадрат. Давай, поехали. Так, где делают антраша? Сивари? Антраша? Да. Ну, это типа вот идет спектакль, а потом... Внимание, антраша. Почти. Это в балете его делают. Дойдем до клабика, потанцуем крабика. О, сейчас ты вообще просто умрешь от вопроса. Какое прозвище у главного героя в книге и в игре «Ведьмак»? Ведьмак, полукровка, колдун, волшебная палочка. Всякое бывает. Если бы его называли волшебной палочкой, в начале игры убили сразу. Ну, что волшебная палочка? Кувалда. Меня зовут волшебная палочка. Сдавайся. Это что такое было? Короче, седой старый мужчина с мечом. Очень похож на... Козленочка. Эй, это не смешно. Не старый мужчина, мощный такой. А мощный мужчина, красивый? Похож на этого, на бомжа из «Бесстыжих». Фрэнка? Да. Дикий волк, седой волк, белый волк. Белый волк. Я сам не знал. Молодец. О, самая популярная книга у Фредерика Бигбедера. Да даже я все его книги читала. Короче, у них такие же названия. Там, «Вино из одуванчика», «140 градусов». Но я знаю, что это не Фредерик Бигбедер. Я говорю, что возможно. Я знаю. Фредерик Бигбедер у меня девушка читает, называется... Вот. Ну, она тебя еще не бросила? Там про суп, про куриный суп. Покажу сейчас название пантомимой. Любовь. Ты уже должен догадаться, нет? Че, любовь на троих? Приколы! Но я тебе не по порядку слова показываю. 3 любви? Сообразим на троих. Нет. Это время. Ага. 3 года любви. Любовь живет 3 года. Так это же не Бигбедер. Я сегодня его делаю. Я тут прямо объясняю. Да, все, норм. Погнали. Ну что ж, на этом все. Все странные слова и предметы у нас уже закончились. А сколько слов угадал ты? Пиши в комментарии. С вами были Ветви. Всем спасибо. Пау, 4.
Соргор биһиги кораппытыгар тохтасылыллах үчүгэй соқ курдук. Ол эрен эйигин хахан багар өйүр-өйдүр табарыстарын манна баалар. Дойдугар да сылжан ан дойдону кытары теңге билсе олорукка сөп. Манна арас әлбе хайгага бәйін кыйқын кырдырықын сөп. Алыққор ханнык солу тутухарын бәйіғыттен тутулуктах. Экономика онна менеджмент Восточно-Сибирского института. Ты учишься в 9 или 11 классе? Значит, можешь поступить в Якутский колледж инновационных технологий. Право, туризм, финансы, логистика и другие специальности. Есть бонусы и скидки. Звони 36 91 91.